Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Непредвиденные события до конца зимы. Что ждет, что по судьбе. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Новое знакомство вам идет. Знакомство непростое. Знакомство, которое вам по судьбе. Знакомство, которое поменяет вашу жизнь к лучшему. Да, после этого знакомства идет прям как цепочка каких-то очень хороших, добрых событий вот для вас в вашей жизни. Кто у меня хотел отношений, да, кто хотел поправить личную жизнь. Ну, я так понимаю, что вы встретите идеального партнера, с кем ваши отношения. Ну, во-первых, здесь отношения какого-то наивысшего уровня идут, очень уважительные, добрые, приятные. Плюс очень серьезные отношения. Серьезно. И вы серьезно относитесь к человеку, и человек к вам очень серьезно будет относиться. Хорошие отношения. Кстати, знакомство возможно через людей, либо в каком-то большом коллективе вы можете познакомиться. Так, кто-то, кстати, познакомится со своим будущим работодателем, да, либо с человеком, который поможет вам устроиться на работу. Особенно те, у кого проблемы с деньгами, у кого большие долги. Вот смотрите, человек, выслушав вас, узнав вашу историю, прям очень конкретно поучаствует в вашей жизни, постарается по максимуму дать вам хорошее высокооплачиваемое место. Возможно, даст вам какие-то рекомендации, да, вот как рекомендательные эти письма, поручиться за вас. Ну, кстати, благодаря этому человеку высоко сможете летать, да, либо в будущем какую-то очень высокую должность занять. Но основной острый момент – это проблема с деньгами и долги. Вот человек вам поможет решить вот в моменте здесь и сейчас, то есть до конца сезона, до конца зимы. Так, здесь у вас две двери. Одна, кстати, дверь в каком-то доме с высокой крышей, либо острая крыша какая-то вышла. А вторая дверь, она под таким молодым петушком стоит. Тоже вот что-то с денежкой связано, может быть, даже с какими-то выгодными покупками либо продажами. А та дверь, которая с острой крышей, ну, тут выгода вас ждет. Выгода, либо какие-то новые знания. Вы здесь приобретаете, обретаете. Больше похоже на знания, больше похоже, может быть, даже какие-то документы важные для вас, для вашего будущего. У вас как-то это все то ли одновременно будет происходить, то ли одно за одним происходит. Кто-то из родственников уедет, приедет, вернется, переедет. Вы за этого человека будете очень рады. Вы будете этому человеку помогать, либо устроиться на новом месте, если человек приезжает, либо будете помогать собрать вещи, если человек уезжает. Но у вас и радость, и гордость за этого человека. Вот приятное событие идет. Кто-то из бывших, бывшая подруга, либо подруга, с кем вы давно не виделись, может быть, бывший возлюбленный, бывший муж у кого-то отыграется, с приятным для вас событием, либо подарком. Человек. Абсолютно вы не ждете этого человека, не думаете, не надеетесь. Человек опять появится в вашей жизни, и от этого человека вам идет радость и удовольствие. Радость. Кстати, могут быть даже какие-то подарки, вот ценные подарки могут быть.
Мгм. Человек как-то очень по-новому проявится, хорошо, положительно проявится. Так, какая-то женщина, которая вас беспокоила, либо являлась для вас раздражителем, то есть как не давала вам расслабиться, и вы постоянно чувствовали себя в напряжении. Это может быть и соседка, и не знаю, соперница, конкурентка может быть. Такая скандальная особа. У вас с этой женщиной что-то общее на двоих идет. Вот вы с ней там ругались, вы друг друга недолюбливали, у вас никаких дел совместных не было, да, возможно, даже избегали встречи с друг другом. А тут вы сообща чем-то заняты, что-то обсуждаете на какой-то теме, да, на какой-то почве, вы с ней договоритесь. Не могу сказать, что прям помиритесь и друзьями станете самыми лучшими, но вместе вы что-то будете делать, либо вместе за что-то бороться будете, чего-то добиваться вместе будете. Вы так хорошо друг друга дополните, у вас такая прям замечательная команда получается. Отношения станут гораздо лучше. Здесь какой-то скандал большой, я вижу. Скандал. Я не вижу вашего участия, я вижу ваше удовольствие от того, что скандал произошел. Конкурентка, соперница, женщина, которую вы не любите, мягко скажем, да, не любите. Какая-то информация пойдет про эту женщину, какая-то правда раскроется. То ли она мошенничеством занималась, то ли она всех обманывала. А тут вот правдивая информация пойдет. Вы будете очень довольны, ведь вы всегда говорили, что эта женщина нечестная, и эта женщина, она какая-то, манипуляторша, обманщица, очень лживая. И тут, смотрите, все убедятся, что вы были абсолютно правы относительно этой женщины, да. Кстати, может быть и невестка, да, либо женщина, которая претендует на роль вашей невестки. Очень много скандальной информации про эту женщину пойдет, очень много. Все будут в шоке, и только вы будете довольны и рады, потому что вы это все знали, все это предчувствовали, и для вас это не было секретом. Вот. Утвердитесь в своей правоте, и очень многие люди на вас по-другому начнут смотреть. Да, даже кто-то будет подходить и спрашивать, не обладаете ли вы какими-то уникальными способностями, как вы могли наперед это все знать, либо предвидеть, как вы почувствовали, что эта женщина фальшивая, такая негативная. Вот. А вы будете ухмыляться и говорить, что вот такая вы загадочная дама, да? Интуиция у вас сильная. Но вы правы, понимаете, все убедятся, что вы человечек дальнозоркий, да, человечек, который может людей чувствовать. Да, вам не нужна правда, вы вот прям чувствуете, кто хороший, кто плохой. Так, а если для вас была головной болью эта женщина, вот эта головная боль, она просто уйдет, будет растоптана. Вот, будет растоптана правдой, которая обрушится. Так, следующий момент. Момент неприятностей в работе. У кого-то прям неприятности, очень много неприятностей. Могут быть проблемы на работе, могут быть проблемы в бизнесе, как что-то не ладится, что-то не идет, там прям со скрипом идет. Здесь улучшения идут. Улучшения, прогресс и какие-то возможности появляются. Но то, чтобы закрепиться в этом прогрессе, закрепиться в этом улучшении и расширить свое дело, либо на работе, да, получить больше премий, больше похвалы, больше каких-то бонусов даже возможно. Какой-то даже выбор идет, выбор в работе, либо в бизнесе. Какой-то выбор будете делать. Но выбирать вы будете между лучшим и еще лучшим. Да? То есть тут крайностей нет, тут только какой-то плюс и позитив. Кстати, вот у меня здесь мужчина с хорошей работой вышел, очень счастливый, и вы очень счастливая. Возможно, это ваш сын, возможно, муж, брат, мужчина, который долго не мог устроиться на работу, мужчина, для него прям это боль была, боль, отчаяние и депрессия была из-за того, что не было работы. Работу он найдет, будет очень доволен. Работа тяжелая, обманывать не буду, но эта работа, она хорошо оплачиваемая, плюс... человеку важно быть в пределе, да, вот не хочет он чувствовать себя труднем, никчемным, да, там, выброшенным за борт жизни.
Вот, человек прям в лице поменяется. Такой довольный будет ходить, светиться, ну и все будут довольны. Все-таки работа — это очень хорошо. Это лучше, чем сидеть дома. Да, вот как начнет работать. Может быть, там несколько дней успеет отработать, пока зима не закончится. Может быть, недельку поработает. Но вот все рады, все довольны. И он, главное, рад, доволен. Так, какие-то билеты вышли. Билеты. Покупка билетов идет, я так понимаю, на какой-то транспорт. Смотрите, могут быть проблемы. Вы либо заранее покупаете, либо подстрахуйтесь, да, другой вариант транспорта себе придумайте. Могут быть резкие подорожания билетов, либо нехватка билетов для всех желающих. Вот, имейте это в виду и старайтесь делать все вовремя, а лучше заранее делать, да, готовиться к поездке, покупать билеты. Так, животное вышло. Вот здесь у меня идет покупка животного, либо покупка каких-то товаров для животного. Очень выгодный какой-то вариант. И, ну, допустим, вы хотели какое-то породистое животное, но это все дорого, и вы всегда откладывали. А тут вам как предложение прям в руки идет по очень выгодной цене. Либо у вас уже есть животное, вы хотели что-то приобрести для своего животного, но опять же дорого. Как предложение вам идет в руки. Может быть, случайно что-то найдете. Может быть, кто-то знает о вашей ситуации, будет вам предлагать. Выгодно. Приобретение выгодно. Животное приобретете, либо для животного что-то приобретете. Так, девочки, у кого есть любовник? Ваш любовник тут на вас раскошелится. Дорогое колечко вам подарит. Либо какое-то... Ну, мне почему-то кольцо все-таки идет. По форме на кольцо похоже. Кольцо, браслет, да, что-то круглое. Дорогое подарит. Прям постарается, превзойдет сам себя. Решит вас порадовать, да, удивить, пыль в глаза пустить, точно. Если вы ему высказывали, что он не тратит на вас деньги, либо как-то на вас экономит, тут мужчинка психанет, прям очень дорогое что-то купит. Ну, сказать, что вы не ждете, это ничего не сказать. Вы просто ахнете, когда это увидите. Другой вопрос, то, что мужчина может это купить там в кредит, либо в суд, как суду возьмет, да, чтобы купить. Это другой вопрос. Пусть вас это не беспокоит. Главное, примите эту вещь, и вы ее достойны, вы этого заслужили. Красивой женщине красивая, дорогая вещь. Так, следующий момент. Здесь кто-то у меня развелся, либо разводится. Мужчина чувствует свою вину. Мужчина будет какие-то шаги делать, либо какие-то предложения делать. Девочки, я понимаю, что он обидел, я понимаю, что вы гордая, но принимайте от него то, что он вам дает. Поверьте, вам это пригодится. Мало того, если вы хотите примириться с этим мужчиной, когда вы примете, это вы как знак ему дадите, что я хочу, и я готова с тобой помириться. По крайней мере, так он это все истолкует. Кто-то у меня прям разводится, и у вас идет прекрасный шанс на то, чтобы помириться и избежать расхода развода. Так, какие-то важные перемены во внешности. Что-то вы будете делать со своей внешностью. Стричься, краситься, может быть, какие-то уколы красоты, какие-то коррекции. Не знаю, брови себе сделаете, реснички наклеите, что-то будете делать. Хороший результат. И вы знаете, одно за другое пойдет. Вот вы сделаете что-то одно, вам очень понравится, потом вы будете добавлять, вы еще что-то будете там придумывать, делать. Вот прям займетесь собой. У вас идет как переломный момент. Момент, когда вы начинаете за собой ухаживать, когда вы для себя стараетесь, да, наводите красоту. Хороший идет результат, и мастера вам очень хорошие будут попадаться, которые не только деньги там, да, давай мне деньги, а которые могут и посоветовать, и обладают чувством стиля, вкуса, знают, что они делают, умеют работать, да, и с людьми, и с материалом. Хороший момент идет. Не жалейте на себя денег, не жалейте. Ваша красота, ее нужно подчеркнуть. Да, вы и так красивая женщина, но вам ее нужно подчеркнуть.
Занимайтесь собой, поверьте, результат будет просто сногсшибательный. Вам и собой очень понравится. Понравится ваше отражение, понравится реакция людей на вас, будь то женщины, будь то мужчины. Занимайтесь. Так, теперь неприятный момент, но тут он двоякий идет. Какое-то очень серьезное болезненное состояние вам выходит. Не знаю, вирус, болезнь, там, температура высокая, да, плохо себя чувствовать будете. Это продлится вот прям несколько дней. У вас какие-то очень серьезные планы, очень серьезные намерения, что-то вы там себе хотели, запланировали, может быть, встреча какая-то должна состояться, либо покупка чего-то должна состояться. Но вас высшие силы вот именно этим болезненным состоянием выбьют из колеи, для того, чтобы вы не совершили необратимую ошибку. Значит, кто заболеет, поблагодарите высшие силы. Вас этой болезнью, этим болезненным состоянием уберегли от большой беды. Я не хочу это ковырять, я не хочу вас пугать. Я просто хочу, чтобы вы понимали ситуацию. Я вижу, ну это не для всех, да, я вижу, какой-то человек заболеет сильно. Прям такое состояние, когда температура высокая, ничего не хочется, все тело ломит, да, человек лежит в кровати. Это вам ситуация дана для того, чтобы вас уберечь, спасти и избавить от каких-то бед. Вот, отнеситесь с пониманием и не грешите на высшие силы, и не грешите на судьбу. Сразу вы это не поймете, поймете чуть попозже. Вот такое тоже иногда бывает. И еще кто-то выйдет на связь. Человек, с кем вы давно не общались, не виделись. Человек, с кем как-то, может быть, оборвалась связь, да, либо вот что-то произошло, вы потеряли контакт с этим человеком. Этот человек выйдет на связь. У вас, я вижу, разговоры начнутся. Разговоры, телефон, интернет. Но это не главное. Главное то, что человек сам вас найдет, сам выйдет на связь и в чем-то вам сознается, признается, и вы прям улыбаетесь. Вы счастливой будете себя чувствовать. Вот, потеряшка найдется, да, найдется и выйдет на связь. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.